может, это не судьба, просто призвание? Вот в этой школе работал Анас Салахович Салахов со дня ее основания. Возглавил ее в 1970-м и руководил 18 лет. 55-я школа Казани стала родным домом для Анаса Салахова. Он поднял ее с нуля, собрал коллектив лучших педагогов, где каждый учитель и ученик были для него словно родные дети. Это был учитель учителей. Он ненавязчиво наставлял, учил. Меня всегда поражало его умение руководить. Руководить он начал, когда сам едва закончил учебу. Возглавить родную школу в селе Измире Спасского района ему пришлось в 17 лет. Шла война. Здесь он преподавал историю. В 50-х экстерном закончил Казанский пединститут, после чего его перевели в столичную школу. Молодые директора, многие проходили через его курсы. И он каждому из нас давал частичку своих знаний. Анас Салахов – заслуженный учитель ТССР и РСФСР. Он единственный педагог республики, который удостоен почетного звания «Народный учитель Советского Союза». Потрясающий человек, очень талантливый, очень хороший организатор, который собрал в обыкновенной, подчеркиваю, в обыкновенной казанской школе, средней казанской школе, потрясающий коллектив педагогов. Это были сплошные личности. Педагогический стаж Анаса Салахова – 60 лет. Хоть на пенсию он и ушел в 88-м, но продолжал трудиться в 13-й гимназии, где основал музей. Человек настолько был мудр в своих решениях, что, наверное, на этой земле нет ни одного человека, который бы его не уважал, не любил. Стать учителем было его призванием, считают коллеги и ученики, а может даже и судьбой. Он родился 1 сентября. Этот день, День знаний, и стал его главным праздником на всю жизнь. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.